До этого я работал в ресторане официантом. Мысль материальна. Конкурент есть в любой Кто нише. сомневается, это работает. Предприниматель всегда рискует, потому что без этого нельзя научиться бизнесу. Все-таки кыргызский менталитет не воспринял, скажем так, картошку с наполнителем, и мясо давай, как говорится. Конечно, с нашим чучуком не сравнится. Вроде бы добился много чего, да, но на самом деле сравнительно с миром ты вообще точка. Если есть желание, можно при любых финансовых обстоятельствах можно найти деньги на бизнес. Если вы работаете где-то, делайте это хорошо. Как пришла идея создать крупнейший аутсорсинговый центр электронной коммерции Seller KG? Мы сейчас как будто против селлера, да? Добрый день, дорогие друзья, уважаемые предприниматели, наши подписчики. С вами снова Марсель Салахунов и в рубрике «Табарман подкаст». Сегодня мы пригласили предпринимателя, прежде всего электронной коммерции, поскольку наш контент про электронную коммерцию в Кыргызстане, про маркетплейсы, про логистику и многое, что связано с трансграничной электронной торговлей. Также это является серийным предпринимателем, является основателем нескольких компаний и, естественно, является отличным и примерным семьянином, отец 4 детей и примерный муж, я бы сказал. Данияр Батыркулов, давайте поприветствуем. Данияр, приветствую на нашем канале. Спасибо, что уделил нам время и пришел и посетил нашу студию Табарман подкаста. Для тех, кто не знает, Данияр Батыркулов является предпринимателем, основателем крупнейшей сети магазинов для салонов красоты Fen KG. Также он является основателем сети ресторанов Пабло Эскобара, является основателем парикмахерской 300 и многих-многих других проектов, но в целом, почему мы его пригласили в нашу студию, он является сооснователем первого в Кыргызстане аутсорсинговой компании по маркетплейсам Seller KG. Эта компания занимается помощью производителям или другим предпринимателям по выходу на крупнейшие маркетплейсы мира. Сегодня результат этой компании более $500 миллиона рублей в продажах для кыргызских предпринимателей. Данияр, спасибо большое, что пришел. Салам алейкум всем зрителям. Меня зовут Данияр. Еще раз спасибо, что пригласили. Готов поделиться со своим опытом и рассказать о наших проектах, которые мы сейчас запустили и помогаем нашим предпринимателям Кыргызстана. Ну, прежде всего, Данияр, вот на самом деле, вот когда я перечитывал все твои достижения в предпринимательстве, уже действующие бизнесы, это не просто там какой-то там инфобизнес или еще что-то, это реальный бизнес в Кыргызстане, это бизнес, который уже обслуживает население годами, да. Расскажи для начала вообще о себе, да. Откуда ты родом вообще и с чего начинал, естественно, немножко о семье и, соответственно, как ты пришел к таким результатам. Давай об этом поговорим. Мне 38 лет, я родом из Жалавода, обычной семьи. У меня отец работал милиционером, мама домохозяйка. Это, в принципе, ничего такого, как бы здесь сверхъестественного нету в семье, да, то есть простая семья. 13 лет, когда мне было, я потерял отца, поэтому пришлось очень много пережить трудностей. Нас вообще в семье 4, я самый старший в семье. И с 13 лет были трудные времена. Вообще, я сейчас, у меня семья, все прекрасно, сейчас занимаем бизнесом, 4 детей. В общем, закончил школу в Джалабаде, в городе Майлюсу, в Качкарате, потом закончил школу, поступил в Академию туризма в Бишкеке. Здесь тоже надо было зарабатывать, вот как раз-таки в Бишкек, когда приехал, был студентом, нужны были деньги, начал подрабатывать в разных местах. А самая первая моя работа здесь, в Бишкеке, это вот я утром развозил на рынке хлеб. Вообще, это можно сказать, грузчиком, да? В Качкарате? Нет, в Бишкеке это все было, да. Развозил хлеб, получал очень маленькие деньги, так я помню. Это была первая работа такая. Утром рано вставать в 5 утра и 3 часа работы, грубо говоря, до универа,
можно было заработать 100 сомов, да, в то время. Ну, этого хватало на, скажем, на обед, на дорогу, там, и это был первый опыт мой. Ну, когда даже в школе учился, у нас на юге есть фисташковые поля, да, то есть, чтобы одежду себе купить, там тоже собирали фисташки, потом продавали, и на осень одежду себе покупал на школьный, скажем, школьный этот. Ну, это вот первые такие, скажем, опыты работы в жизни, да. Потом в Бишкеке, ну, начал обучаться тоже, параллельно устроился. Вообще учился в Академии туризма в направлении менеджмент и ресторанно-гостиничный бизнес. Вот как раз-таки для того, чтобы начать первые свои пути, параллельно дальше работал в ресторане. В ресторане официантом, ну, понятное дело, да, то есть студенческие годы надо было зарабатывать, свой контракт оплачивать, квартиру оплачивать, как говорится. И вот первый опыт тоже получил хороший. И в итоге это все привело на сегодняшний день. Ресторанном бизнесе тоже имею свои заведения. И этот опыт помогло на самом деле мне. Вот. Дальше что происходит? Ну, то есть заканчиваю, перевожусь на заочный, еду в Москву работать. Это было 2-3 года здесь по Бишкеку поработал и уехал в Москву. Там тоже работал в ресторане. А университет? Университет я заочку. Заочно. Ну, то есть, Ты да. перешел То есть заочный, потому что надо было зарабатывать, думать о будущем. Амбиции были большие. Тогда знал, что там 35-40 лет буду заниматься предпринимательством. Ну, то есть цели были такие. И из-за этого пришлось уже... Первые деньги надо было копить, а в Кыргызстане было сложно накопить, потому что не хватало на жизнь, образно говоря. Она сложно было здесь, в общем, накопить. И все уезжали тогда, 2007-2007 года примерно, там в Россию уезжали, и также я со всем потоком уехал в Москву первым, да, скажем так. Устроился, то есть, ну, многие там кыргызы, на самом деле, там работали на стройках, грузчики, дворники, да, там в то время такая история была. Ну, так как здесь я опыта набрал в ресторанном бизнесе, пошел работать в ресторан. Тоже также официантом, русский язык у нас как бы уже более-менее знал русский язык, скажем так, да, в то время. И устроился в ресторан, тоже поработал, хороший опыт получил от этого в России. И через некоторое время, ну вот первый бизнес, можно сказать, этот открыл с друзьями небольшой клуб для соотечественников в Москве, скажем. Ага. То есть там уже тоже первые дни в Москве начался с бизнеса. Ну, не первые дни, это уже через 2-3 года, когда я уже обосновался. До этого чем занимался? До этого я работал в ресторане официантом. Официантом. Да, официантом работал в азербайджанском ресторане, ливанском ресторане, ну, такой вот, более Только восточный. официантом. Все 3 года официантом. Да. Работал, параллельно копил контракт, потихонечку копил деньги на первые свои, там, скажем, проекты, которые в Бишкеке планировал. Ну, оплачивал здесь свое обучение, приезжал раз в полгода и сдавал экзамены, да, и уезжал обратно работать. Ну, раз в полгода приезжал, одним словом, зимой и летом. Вот так вот закончил, в принципе, здесь академию, потом перевелся, то есть поступил в Москву. Ну, то есть, когда я в Москве уже 2-3 года поработал, я уже пробил, где можно учиться дальше, продолжать учебу, и поступил в университет управления, ну, на факультет финансы и кредит, в общем. Поступил там, как я вот, утром ходил на учебу, очно учился, специально хотел очно учиться, чтобы уже повышать свои знания в будущем бизнесе, который я тогда и был нацелен. И утром до 12 учился, после 12 ходил на работу, ресторан, опять же, и где-то после 12 выходил с работы, вечером иногда приезжал домой и писал курсовые, утром обратно в 8 вставать, обратно вот так вот. Очень много трудился, можно сказать. Трудился даже во время перерыва в ресторане, когда, ну, то есть, когда работаешь, там, ну, никого нету, да, клиентов нету, сидишь там в курилке и читал книги разные о бизнесе, скажем так. Тогда мои первые книги, это Дейл Карнеги, Кийосаки, да, вот, «Богатый человек Вавилона», ну, такие, это вот азы бизнесменов, наверное, все прочитали эти книги.
Вот, и читал, и визуализировал, представлял. Было очень, как бы, тогда это было нереально, но сейчас это реально. Видите, это все помогло в итоге. То есть мысль материальна. Да, мысли материально. Кстати, тогда еще был такой документальный фильм, назывался «Секрет». Мы все смотрели, наверное, тоже миллион раз пересматривал. И это все потом помогло в Это жизни, реально в работает? бизнесе. Да, работает. Это все работает на самом Для деле. тех, кто сомневается, это работает? Да, работает. Надо... Самое главное верить в то, что в жизни все мы можем добиться чего-то большого. Просто надо верить в это, и над этим годами надо упорно работать, думать в этом направлении. Каждый человек может стать профессионалом, на самом деле, своей работы, своего, ниши, да, скажем так, который ему нравится. Музыкант, и может стать музыкант-профессионалом, или там художник, или там, если торгует, да, классно. Там все что угодно можно добиться, только когда ты делаешь одно и то же все время и фокусируешь на этом, и всегда добиваешься. В любом случае, рано или поздно Аллах тоже видит и тебе дает помощь, и откуда-то какие-то инструменты, какие-то людей, и потихонечку к этому можно прийти в любом случае. Расскажи про свою семью. Да, у меня прекрасная жена, 4 детей, 2 мальчика, 2 девочки. Вот, живем счастливо. Отлично. Ну, расскажи про жену. Чем она занимается? Она дома? Она вообще... Мы Как познакомились это? в Москве, кстати, Да. да, познакомились в Москве. Она работала в салоне красоты. Она стилист, колорист, парикмахер, в общем. Как раз-таки один из бизнесов наших связан с этим. Благодаря жене, которая... Ее идея была. Да, это ее идея, ее такие... как ее идея? Здесь такая история, да. Я помогал ей в салоне. То есть как салон? У нее там небольшой салон был свой. И я покупал оборудование, устанавливал мойки, кресла. Такая история, да, с этим связана. И разобрался немножко в этом. А потом первый бизнес, если будем рассказывать, до этого еще... FNKG, да? Да? Это связано с Это бизнесом FNKG. связано... Для тех, кто не знает, FNKG – это сеть магазинов крупных. FNKG компания является крупным поставщиком оборудования для салонов красоты и является таким... расскажи, сколько сетей вообще, сколько магазинов в Казахстане? Вообще, FNKG, сеть магазинов для салонов красоты, интернет-магазин, их было когда-то 15 магазинов, сейчас немножко сократилось после коронавируса, их около 10. Вот. Это по Кыргызстану, да. Как мы пришли к этому, сейчас я рассказывал, супруга вот как раз здесь причастна и разобрался в этой деле, и потихонечку начали изучать рынок Кыргызстана как раз-таки, и нашли нишу, который здесь более-менее, которая была пустая, и можно было развивать сеть. Вообще история из этого началась. Сейчас FNKG, то есть, является одним из лидеров рынка, да, вот поставки оборудования, да, или Да. есть конкуренты, наверное, скорее? Конкуренты есть в любой нише. Вообще, как создавалась эта компания вообще? Расскажу там историю создания компании. Вообще, в 2014 году мы поехали с женой, мы тогда любили, вообще любим путешествовать, и горящие туры в Москве очень много, постоянно выходят, там, следующий день вылетаешь, а там очень дешевые, они там 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей можно купить на двоих, то время это было. В общем, попался один тур, мы купили в Турцию на неделю, там, буквально, суммарно, там, 30-40 тысяч рублей, недорого, короче. Решили отдохнуть, поехали, и меня обратно пути не пустили в Москву, короче. Там просрочка. Поехал в Бишкек, да, что-то я не оплатил, какой-то интернет, что ли. Я так понял потом Судьба, несколько. Да, и, вроде бы, да, казалось, там все плохо, вот все, работу потерял, скажем так, все, что там в Москве там планировали, это все, уже все, как бы, да, и на 2 года меня, как бы, выезд запретили в Россию. Приехал в Бишкек, когда, я еще в Москве таксистом работал, у меня своя машина была, купил машину, такси работал, да, и очень любил тогда, есть в России крошка-картошка. Слышали такую сеть? Вот, картошка, наполнители, все. Вот я очень любил эту, как бы, еду.
И в Бишкеке думал, открою такую как бы сеть. Это вот первый опыт уже более-менее такой интересный, да, то есть для меня научило создание сети как раз-таки, потому что открыл фастфуд, ну, там еще продавали картошку, шаурму, там, ну, дополнительно, да, тоже. 3 точки открыли, назывался «Картошкин». Научился небольшую сеть создавать, ну, это опыт такой, да. А потом, ну, все-таки кыргызский менталитет не воспринял, скажем так, картошку с наполнителем, они и мясо давай, говорят, лучше вешармак надо было открыть, да, тогда. Вот, и в итоге закрылись через год, потом, ну, опять без работы, минус ушли, банкрот, там, скажем так. И сидели, что делать, что делать. Вот идея пришла, жена говорит, ну, все, она в Москве была, как потому что мы не могли сразу уехать, а я здесь, она там была. И она говорит, я закрою свой салон небольшой, который, и поеду в Бишкек. И она отправила, ну, у нас оборудование были, она отправила, короче, оборудование в Бишкек, короче, свои. Ну, мне надо было продать через Лалафагар. В общем, продал. Ну, как бы дешевое оборудование продал за хорошую цену, да. В Бишкеке, оказывается, дефицит был. И я там уже почувствовал, что рынок немножко только развивается, и нету здесь конкурентов сильных таких-то в оборудовании, там, это все. И вот подумали, денег нету. $3000, в общем, небольшие деньги были, потому что после банкротства это тоже, да. $3000 было, и мы решили инвестировать в бизнес, скажем так. Снял 16 квадратов помещения, открыл ИП. И в России есть одна компания, очень большая, занимается производством оборудования. И у них есть сайт, интернет-магазин. Я тогда начал уже электронной коммерцией заниматься, одним словом. За 10 тысяч, тогда, помню, в 2016 году, открыли, то есть сделали интернет-магазин Фенкейджи. Вот первый интернет-магазин в 2016 году это было создано. Создали логотип, сделали интернет-магазин, и позвонил я этой крупной компании, в общем. Я говорю, ну вот, я открыл компанию, вот FNKG, пока там особо фоток нету, я только запустился, я готов с вами сотрудничать, дайте мне эксклюзивные условия. И они такие, ну, хорошо, скиньте документы, мы готовы дать хорошую скидку. Ну, в общем, дали скидку. Смотрю, у них ассортимент большой оборудование. И мы по одному экземпляру купили магазин, чтобы поставить, на 200 тысяч рублей, примерно 150 тысяч рублей. Да. Купили, все поставили. Что я сделал еще? Параллельно вот дропшиппингом занимался, короче. Вот дропшип. Что я сделал? Скопировал с этого интернета все, что есть у них, посчитал со своей скидкой, потом добавил логистику, добавил маржу свою и поставил, ну, там, налоги, там, все это поставил, цену, которая уже будет прибылью. То есть скопировал на мой магазин, который в Бишкеке, все, что было в этом сайте. В итоге, как будто у меня полноценный магазин с большим ассортиментом товара. А люди на 200 тысяч пока. Товаров-то вообще нет у меня, по сути, в магазине. Он 15 квадрат, 20 квадрат, там, что поместится. Ну, самое главное, образцы есть. Вот. И люди начали, через Лалофо начал грузить, что мы продаем, типа, там, мойки, кресла, там, да. Люди пришли, ну, когда салон открывает, это же B2B бизнес. Люди заранее готовятся, месяц-полтора у них на ремонт, да. И они пришли, образцы увидели, им понравилось. Ну, мы готовы заказать там, на 100 тысяч. Я прошу 70% предоплаты, потому что денег нету. 70% как раз хватает там на товар и на дорогу. Да, 30% заработка. Ну, примерно 30% заработка. В общем, образцы увидели, им понравилось, все, заказываем, оплачиваем, привозим. Вот так вот начинали первый бизнес. Вот так вот расширялись. Вот. И в итоге заказов стало больше. Понятное дело, мы начали инвестировать, только инвестировали в свой бизнес. Конечно, мы не тратились, да, там, скажем так, ни на что, там, больше только в бизнес вкладывали. Потом пришла идея. Ну, когда я в Москве жил, очень сильно хотел здесь создать компании, рабочие места, потому что, ну, я знаю, да, патриотическое чувство. Я знаю, очень сложно там находиться, сложно работать, потому что все-таки там лучше, как говорится, у себя, да, все равно, если да. И вот это чувство, и когда еще в Москве, когда учился, очень много изучал
создании компаний, допустим, как Макдональдс сеть развивал, да, KFC, там, Toyota, там, ну, в общем, очень много крупных компаний, которые все, что есть в мире, я читал про них, и вот эта вот в мыслях она была, создание э, крупной компании, да, то есть сидел в 16 годах и мечтал тогда, получается. Вот, и появилась идея создать сеть. Как создать? Ну, денег нету, понятно, да, то есть, ну, какие-то контракты есть уже с российскими компаниями, вот это тоже повлияло. И что я сделал? Первое. Первое, мы, ну, небольшие деньги взяли в долг, вложили опять в бизнес, там, скажем, 10 тысяч долларов, витрину. Ну, я вышел в Китай еще тогда как раз-таки, китайские поставщики уже появились, по чуть-чуть начал закупаться, и задумался о франшизе. То есть плохо понимал эту тему, конечно, но примерно знал, как это Создать свою работает. франшизу. Да, создать свои Под франшизы брендом FanKG. под брендом FanKG из Кыргызстана. И мы, как обычно, предлагали... Ну, то есть первый филиал у нас в Токмаке открылся. Ну, обычно всегда так кыргызов. Туаnuruх, там, таныш билиш. Предлагаешь, короче, и все, там нашелся человек, тоже близкий. Потом этот человек стал управляющим компанией, управлял долгое время, там, недавно только ушла в декрет, родила дегенды. Вот, и она открыла первую сеть. Ну, у нее был... Она тоже из России приехала, то есть не знала, чем заняться. И первый у нее там 500 тысяч сумм было, она сказала, вот тебе 500 тысяч, условия такие были. Ну, то есть ты открываешь сеть, даешь на товар деньги, мы тебе отгружаем оптом, а ты розницу продаешь там с маржой там 30, ну, плюс-минус 30%. Там, типа. А эти я деньги брал, отправлял к китайцам, китайцы нам отправляют товар, мы это отгружали ей уже со своей маржой, да, то есть плюсом товара уже. И вот так вот около больше 10 магазинов по всему Кыргызстану сделали сеть. В течение 1,5 То есть года. многих же останавливает, как я начну бизнес, если у меня нет денег? Да. Да. Ну, то есть это фактор, чтобы останавливать бизнес? Или все-таки, если есть желание, можно при любых финансовых обстоятельствах можно найти деньги на бизнес? Или... Найти деньги в бизнес всегда можно. Самое главное желание. Вот в большом бизнесе, ну, большие бизнесмены, скажем, да, будем говорить, ищут всегда молодых людей, которые готовы работать. Ну, в бизнесе всегда в первую очередь найти сложно таких идейных. Если идейных находишь, порядочных еще должно быть. Да, вот это очень важный момент. Мотивированных, энергичных найти ребят, которые вкладывают, не могут найти. Просто для этого сейчас проходит, конечно, сейчас легче стало. Инвестиционные какие-то форумы, молодые ребята приходят, рассказывают свои кейсы, и инвесторы подключаются. Раньше это было сложно, конечно, но это тогда тоже было можно. Ну и сейчас можно, поэтому деньги, в первую очередь, надо дойти деньги, потом начинать, но это... Нет, Неправильно. это неправильно. Да. Можно начинать без денег, идеи реализовывать, искать. Историй много. Ну и потом, значит, как появился сеть ресторанов Пабло, как появилась вообще потом уже сеть салонов барбера, да, барбершоп, 300, мужских салонов, мужских 300, да. Ну, в общем, начали сеть FanKG развивать, уже как бы... Деньги появились, да. Торговать начали, тогда как раз-таки ажиотаж был. Мы... Ну, кстати, еще я здесь дополню, чтобы вот эту сеть создавать, я когда 2-3 магазина сделал, не хватало образования. То есть, да, бизнес-образование. И я купил курс тогда Аяза Шабудинова в 2017 году, масштабирование называется. Вот, и поехал в Москву. Хорошая реклама для него. Да. Хотя он в рекламе не нуждается, да. В лайк-центре. Ну, очень полезный для меня был курс. Ну, кто-то скажет, ой, он не тот. Ну, мне он помог, да. Вот. Помогло его знание. В общем, ну, то, что я получил, мне помогло. Вот. Отучился, конечно, потом понял, что надо развивать не одно направление. Получил бизнес-образование, как строить бизнес-процессы, франшизы, сети. Ну, в общем, очень много полезного. Маркетинг, да, там очень много полезного было, действительно. Потом вот как раз-таки после этого я начал сильно сеть быстро развивать. Ну, FanKG.
Потом подумал, раз такая история, ну, надо еще вкладываться, ну, тоже параллельный бизнес, где я понимаю. Ну, естественно, я работал официантом, барменом, знаю ресторанный бизнес. Давай ресторанный бизнес. Ну, и с другом мы вообще открыли ваше The Rooms ресторан. Он до сих пор работает, ну, я там уже не учредитель, ушел. Вот. Также Пабло Бар. Ну, вот, это все тоже сеть была. Ну, сейчас одна точка работает. Ну, то есть дальше развиваем ресторанный бизнес. Сейчас думаем, тоже новые проекты планируются. Ну, в общем, здесь тоже как бы знаний, ну, то есть знания мне помогли те, которые когда-то просто работал. Вот это все помогло. Видите, поэтому, когда студентам, да, вот молодым ребятам завет, если вы работаете где-то, делайте это хорошо, максимально лучше изучайте, как это построено. Потом в жизни это может вам очень сильно помочь, потому что из любой работы можно получить инсайт, на самом деле, хороший. И э, э, это зависит от того, что куда вы настроены. Да? Если вы настроены в этой жизни узнать больше и добиться чего-то большего, можно и в такси узнать много чего, да? Можно и в ресторане, можно и грузчиком, можно и в стройке. Везде можно узнать что-то для того, чтобы потом это все помогло в жизни. Вот как у меня, вот потом это все в ресторанный бизнес превратился, по сути говоря. Вот, мы открыли, развиваем эту сферу, так бы, да, и также, сеть мужских салонов. Почему? Потому что тенденция пошла в 2019 году, то есть барбершопы. Мы тоже, как компания, которая поставляет оборудование для салонов красоты, в том числе и для барберов, до сих пор поставляем, до сих пор есть в ассортименте. Нам было легче открыть тоже, как салон для мужской салон. Ну, это ближе еще постричься себе, да, тоже, как говорится. Вот. Ну, в общем, создали точку барбершопов, 4 точки сейчас работает. Ну, потихонечку тоже развиваем, работаем, там тоже команда Приносит сильная. свои Да, какие-то конечно, дивиденды, конечно. да, Да, что да, вариант. да. Хорошо, поговорим об электронной коммерции. Да? Все-таки наш подкаст больше про электронную коммерцию, про бизнес на маркетплейсах. Вообще, как пришла идея создать крупнейший аутсорсинговый центр электронной коммерции Seller KG? И какие задачи есть, вообще какие планы, какая стратегия вообще стоит в рамках этого проекта? Тоже очень интересная история. Вот. Я вообще электронной коммерцией, оказывается, с 2016 года. И первый интернет-магазин в Кыргызстане, до сих пор единственный интернет-магазин для салонов красоты B2B на сегодняшний день. Можно сказать, это крупная компания именно B2B-сегмента для салонов красоты, да. Вот. И здесь как приходит мысль, да, вот запуститься в Wildberries, Озон, да. Хотел вообще выйти со своей продукцией на маркетплейсе России. Ну, мы не понимали, как это работает. Это было 2021 год. Думали, и изучал Amazon, все изучал. Потом, поизучав, я понял, что сложно одному это все. Тем более у меня разные бизнесы, да, то есть салон красоты, там, магазин, еще ресторан. И сложно самому. Надо создавать команду. Или просто отдать на аутсорс. Кто понимает в этом хорошо. И как раз-таки здесь не нашел, 2 года назад примерно, не нашел специалистов практически. Ну, такие команды сильную, которые могут мне помочь и меня сопровождать. Мало было. То есть увидел, что рынок свободный. То есть, опять же, да, вот что-то аутсорс, и значит, если я не могу найти команду, где могут меня профессионально сопровождать, значит, их нету. Вот и все. Потом обратился к одному человеку, Марселю Джусуповичу, и в итоге мы создали компанию. Да, то есть полгода работали над созданием команды, профессионально обучали, все такое, чтобы наши ребята потом сопровождали профессионально наших предпринимателей. Вот. Ну, идея пришла оттуда вообще. Какие сейчас результаты?
В данное время более 80 предпринимателей у нас в сопровождении. Это в течение года. Около года уже мы начали эту деятельность сопровождения. Результаты, ну, в Альбрисах заказах, ну, превысили уже за вот этот период более 500 миллионов рублей. Рублей продажи. Да, ну, топовые компании вышли, ну, примерно 100 миллионов в год в заказах, да, то есть, ну, процент выкупа в одежде, вы сами знаете, от 30 до 50. Ну, разный сегмент, поэтому здесь как бы селлеры понимают все это. В основном работаем производителями, в основном их ведем, ну, по сопровождению ведем их компании. Ну, и плюс, конечно, здесь с нашей стороны, это, ну, я думаю, это наша общая цель развивать экономику Кыргызстана, чтобы эти наши производители выходили напрямую, начали зарабатывать лучше, чем производство. Ну, то есть здесь маржинальность чуть больше, если будут торговать напрямую. Плюс сохранить рабочие места. А если у них будут свои магазины на маркетплейсах, Wildberries, Озон, ну, российских маркетплейсах, это как раз-таки поможет предпринимателю дальше развиваться, особенно швейному производству, дальше развиваться и сохранять рабочие места, платить налогу в Кыргызстан. То есть не как просто как услугу, да, то есть отшили, отправили, все забыли, да, то есть уже здесь вот это очень большую роль играет. Конечно, на наших целях там вывести там тысячи предпринимателей из Кыргызстана, особенно производителей, и вывести их на большие обороты, чтобы кыргызстанский рынок имел свое место на российском рынке. Только на российском? Ну, это пока на российский рынок, но как мы планируем еще Узбекистан, также Казахстан. Ну, в основном СНГ можем отгружаться и продавать. Почему? Вот Потому сейчас, что... возможно, смотрят нас производители. Вот что ты можешь, вот прям глядя вот в камеру, что ты можешь им предложить? Как ты можешь им помочь вывести свою продукцию? Вот какие этапы они проходят? Наша компания вообще помогает под ключ полностью. То есть многие производители нету аккаунтов, магазинов на онлайн-площадках. Это на самом деле не очень хорошо, потому что рано или поздно все-таки придется туда переходить, потому что не ждать заказов, да, там, а уже самим уже там торговать. Ну, для этого не нужно учиться, да, скажем так, азы знать для того, чтобы понимать это, как происходит. А для этого наша компания, аутсорсинговая компания Seller KG, профессиональными своими командой можем полностью сопровождать и выводить на успешную торговлю. Да? Это что вам дает? Дает это больше маржи на изделие, дает это более-менее, скажем так, страховку о том, что если вы уже выходите на большой объем, что вы уже сами себя обеспечиваете работой, торговлей. То есть это дает сохранение рабочих мест. Это вот для них это важная роль, да, то есть сохранение швейного производства и плюс зарабатывать на рознице, да, то есть это очень важно для производителя, я считаю, особенно для производителя. И как раз-таки здесь себестоимость производителя могут немножко давать другое, чем, допустим, У отпуска. производителей есть некие преимущества перед обычными селлерами. Да? У них есть свое производство, они могут делать интересную цену, да, и, соответственно, зарабатывать на марже. Да, конечно, здесь они могут влиять на, скажем, на качество влияет, потому что это ваша компания, это вы сами выходите, грубо говоря. Просто мы здесь сопровождаем, помогаем, чтобы вы успешно торговали. Ну, ты можешь рассказать конкретную компанию в Кыргызстане и сказать, на какие обороты они вышли? Наши топовые компании вышли 100 миллионов за 8 месяцев. 100 миллионов заказов в 8 месяцев. То есть они... Следующий год они могут уже 300 миллионов. Одна компания делает в оборотку, да, уже. Это факт, мы можем потом показать эти кейсы, да, там. Да, мы можем, вот выведем на экран скрины просто эти компании. Ну, нужно согласовать, чтобы... Да, ну, это вряд ли. Потому что многие компании все-таки, они не хотят платить много. Вот, ну, а так,
Если вот так будем работать, через 3 года, через, не знаю, 5 лет, там, одна компания может делать больше миллиарда. Одна только компания. А если будем делать 50 компаний, и это Кыргызстан может экспортировать свою одежду 50 миллиардов рублей в год. Это очень интересно для кыргызстанского рынка, для экономики, для, Вообще для для нас всех всех. бизнес-процессов, Да, конечно. Это да, и для производителей, и для логистов, и да. для поставщиков. Это вот такой большой бизнес-процесс, который будет положительно сказываться в целом. Да. Очень классная идея, на самом деле, и я думаю, что у этого проекта есть большой потенциал. И, насколько я знаю, многие тоже уже начали копировать Seller KG, да, вот, и тоже оказывают услуги. Ну, это хорошо, на самом деле. Там, где конкуренция, там и качество, как говорится. Ну, в любом случае будут конкуренты, но это как бы не самое Ну, главное это в этой нормально. жизни. Это Да, нормально. в бизнесе всегда должен быть конкурент, в принципе. Наша задача усилять команду знаний, и наши ребята здесь Сколько у вас, представим. сколько человек в команде? Ну, около 30 сейчас. 30 человек умельно 30 работает. человек в команде. Да, увеличиваем штат каждый день, даем обучение, повышаем их образование. Наша задача воспитать очень-очень сильных, крутых селлеров, которые нашим предпринимателям без проблем помогут выйти на Специалистов в выше. будущем. Да, да, да. Уважаемые зрители, подписчики, если вы хотите, не обучаясь, выйти на маркетплейсы, вывести свое производство, либо инвестировать в какой-то свой свободный капитал, Seller KG поможет вам в этом, да, поможет вам выйти на все актуальные маркетплейсы и, соответственно, создать у вас действующую и успешную бизнес-модель. А, Вопрос вообще, какие, вот на твой взгляд, все-таки и, может быть, в рамках твоей команды совершаются ошибки, прежде всего, у производителей, которые пытаются самостоятельно выйти на маркетплейс? Ну, первая ошибка – это всегда ниша, товар, который, аналитику плохо делает. Аналитика – это важную роль играет. Ну, недавно многие селлеры крупные говорят об этом, аналитику надо сделать. Вообще надо придумать уже тренды, потому что трендовые товары, модные товары. Кыргызстан вообще в целом очень хорошо производит нише женской одежды. Вообще вот мы в этом сильно. То есть Узбекистан, там понятно, там Трикотаж. трикотаж, да, да. там двухнитки, трехнитки, такие хыбышные, да, это направление. Китайцы, у них свое ниша, да, то есть, Кыргызстан вот может только за счет придумывания брендов наши уже производители, одежки, уже у них глаз наметано, как говорится, уже чуйка работает, уже не шьют не первый год, они шьют уже 15-20 год женские одежды, они знают тренды. Вот. Надо на трендах нам, кыргызстанским производителям, немножко здесь поработать и выходить трендами. И женской одежды, может быть, даже топ-1 можем быть. Создавать свои Расти. бренды. Да, Бренды обязательно, да. Это вот первое такое, да, вот. Не ошибка, это вот нам надо над этим работать вместе с производителями. Мы, в том числе, как эксперты электронной коммерции, которые помогают особенно производителям текстильного производства, мы прям фокусированы на этом. И сейчас очень много модельеры, дизайнеры появляются на рынке Кыргызстана тоже, да, вот, и пользуются их услугами, создавать модели, которые еще нету на рынке. Может быть, подсмотрев там европейские рынки, американские, там, китайские, да, вот, и создавать такие интересные модели и запускать их на российские рынки и продавать. То есть мы должны стремиться к этому. Мы можем стать... Кыргызстан может стать передовым именно направлением текстиля, особенно женской одежды, ниша женской одежды, на самом деле. У нас для этого практика была у многих одежек производителей на Дордое. Сколько лет они торгуют, там многие знают это все. Даже некоторые модели топовым селлерам, которые сейчас торгуют на маркетплейсе Wildberries, они им разработали, и они сейчас номер один, даже некоторые, я знаю таких просто. Они отдали селлеры.
Да, то есть производители уже создают тренды сами, да, тренды товара, Да, да. тренды продающих товаров. Но в целом, да, на самом деле. Отдают, в общем, весь свой опыт, да, для того, чтобы какой-то селлер в России зарабатывал хорошие деньги, а они... Вы сейчас Да. как будто против селлеров, да? Ну, на самом деле, да, тенденция идет, что многие все-таки производители заходят сами самостоятельно уже на маркетплейсы, а те, кто не хотят учиться, они привлекают такие компании, как Seller KG или другие какие-то компании. Да, да, согласен. Ам, какие вот советы ты бы дал бы начинающим селлерам, которые только-только хотят зайти на маркетплейс? С чего начать? Нужно ли начинать в целом? Ну, сейчас Ну, после давай не Нового будем года... селлером, а вообще, я бы сказал, предпринимателем. Ведь селлер — это предприниматели. Вот предпринимателем, несмотря на, ну, может быть, просто, может быть, в любой другой нише, ну, вот как уже действующий, состоявшийся предприниматель, который прошел большой путь, сделал большие результаты, и идешь к более масштабным каким-то своим целям, да, вот, ну, вот есть люди, которые сомневаются, возможно, боятся чего-то, вот, делать или не делать, вот, что бы ты посоветовал бы? Ну, для предпринимателей, неважно, электронной коммерции или вообще предпринимателям, в первую очередь надо мышление. Наработать над мышлением, философией. Ну, то есть Ну, вот что это значит работать над важный мышлением? момент. Потом, ну, то есть первое это а, не бояться, ну, конечно, небольшими деньгами рисковать, научиться рисковать. Предприниматель всегда рискует, всегда рискует, потому что без этого нельзя научиться бизнесу. Для начала маленькими суммами Без ошибок. рискуют. Да, без ошибок нельзя научиться бизнесу. Когда ты уже стрессоустойчивым становишься, уже легче потом двигаться. Потерять небольшие деньги тоже легче будет. А то истерик, потом будем, очень сложно будет вообще одним словом смириться от потери, да? Вот это надо в первую очередь выработать себе. Стрессоустойчивость, дисциплина важную роль играет в этом бизнесе. Ну, естественно, финансовые учеты, да, то есть небольшие даже, если даже начали какой-то там просто продавать цветы, да, скажем так, надо писать, сколько маржу заработать. Это важные моменты. Это начинается с маленького. Потом это превращается в привычку, и это вот как раз-таки дает рост предпринимателю. Для того, чтобы торговать электронной коммерцией, прийти от другой сферы, ну, то есть работы, да, скажем, где-то работал, резко перейти к электронной коммерции тоже сложно будет. Почему? Потому что не знаете суть бизнеса. Это и есть бизнес, это и есть э, предпринимательство. Электронная торговля то же самое. Это многие приходят, там, я работаю где-то, но хочу этот пассивный доход. Это не так, это так не работает еще. То есть электронная коммерция — это не пассивный доход, это Нет, бизнес. это не это полноценный бизнес, еще хуже, еще больше надо знать здесь, компьютером разбираться, там, маркетинг, там, вот эти алгоритмы, да, там, программы разные, таблицы, здесь еще больше, там, это не то, что там взял где-то на Дурдое, продал в Бишкеке, это легче, на самом деле. А здесь психология, торговля Но при этом деньги одинакова. там все, да, ну, то есть больше дохода может быть. Ну, масштаб просто из-за того, что это российский рынок, 200 миллионов человек. Да, здесь можно расти, расти, расти многократно, и то есть потом там вкладывают и миллионы долларов, и ты все равно будешь не хватать денег постоянно. Нормально, бизнесмену всегда не хватает денег вообще-то, знаете, такое есть. Да, постоянно в оборотку вкладывает. И вот эта психология тоже самое там работает. Там электронной коммерции нет. Психология торговли, она одинаковая, она торговля. Просто здесь инструменты другие. Поэтому, когда идете там, вот я открою сейчас пассивный доход вам мне приносить, если вы не включитесь в этот бизнес, он не сработает. Поэтому здесь вот важную роль играет это. Поэтому надо включаться, если раз заходите, значит, надо включаться в бизнес-процесс, бизнес, вот, психологию. А если нет, ну, я не знаю просто таких людей, которые, не включаясь бизнес-процесс и бизнес-психология, да, и зарабатывал. Даже электронную коммерцию. Вот многие это подтвердят предприниматели вообще в целом. Вот, ну, это один из таких моментов. Ну, конечно, сейчас электронная коммерция каждым днем сложнее и сложнее становится. Ну, это ожидалось, потому что Wildberries очень сильно взлетела в 2020 году, да, после коронавируса, и там были правила легче. Сейчас все сложнее и сложнее, и мелких игроков просто, ну, грубо говоря, большая акула
Ну, то есть потихонечку какие-то сужать, да. более-менее мелкие селлеры имеются, да, они сливаются, да? Ну, есть такое. Сейчас после Нового года еще НДС, там все дела, в общем, еще может быть сложнее, маржа падает. Поэтому есть такое. Ну, конечно, если там денег нету, да, допустим, отучился просто как, ну, как торговать на маркете, ну, можно ФБС, это тоже можно тестировать, знания, но все равно это тоже психология. В первую очередь это дает человеку, как работать вообще в бизнесе. Это вот для молодых, да, вот, которые мало денег, они небольшой суммой начинают, хотят, да, там есть такие ребята, студенты даже, там, ну, скажем, 50 тысяч, 100 тысяч. Можно, но это другая, ну, система другая же немножко. Ну, такой еще вопрос. Вот все-таки у тебя сеть того, сеть этого, бизнес, команды. Я думаю, что в твоей команде около, ну, когда в прошлый раз мы говорили, там порядка 70 человек в целом. Если совокупности все проекты объединять, как ты успеваешь участвовать во всех процессах и при этом поддерживать доходность, чтобы твои проекты приносили тебе прибыль и дивиденды? Ну, в каждом бизнесе я вначале всегда участвую сам очень сильно, как бы внедряясь в процессы, для того, чтобы создать потом команду. Команду. Вот важно, в бизнесе это команда тоже. Финансовый учет очень важно, да, то есть надо это все контролировать. Для того, чтобы бизнес потом работал без участия нас, должен быть хороший управляющий. А управляющий надо всегда выращивать. То есть здесь надо вкладываться в него, скажем, знаний, вкладываться в его мотивацию, да, то есть вот это все потом приносит такие, как скажем, результаты, когда у тебя есть сильная команда в том или ином проекте, То да. есть ты уходишь в головой в любой бизнес, который начинаешь, создаешь весь учет, создаешь команду, взращиваешь руководителя, да, на которого ты это можно все оставить, и потом уже переходишь такой на более релаксационный уже режим, да, вот, когда все само работает, ты уже можешь уже в другие проекты уходить. Да, в принципе, у меня, по крайней мере, так строится. Ну, конечно, для того, чтобы вот это создать команду, у меня есть помощники, да, которые это все, ну, то есть быстрее ускоряют, да, то есть бухгалтер там хороший, да, там маркетолог хороший, да, это с одного проекта сюда привезли, то есть привлекли и помогает быстрее это все делать. Конечно, поэтому там ином проекте всегда то есть работает команда в итоге. Хорошая профессиональная Какие команда. ошибки ты помнишь? Вот какие самую такую большую ошибку, которую ты совершил в бизнесе? Вот. И эта ошибка тебе запомнилась навсегда. Вот как раз-таки это первое, у меня один проект был, связанный с образовательным центром. Для салонов красоты тоже примерно 100 тысяч долларов мы ушли, ну, как обанкротились, можно сказать, это прям так. В чем Вот. была ошибка? Команды. Вот, как есть- раз-таки не успел сделать команду, не подобрал команду сильную, и в итоге это все ушло, скажем так, ну, закрыли, все, этот проект не работает. Также первый мой бизнес, когда сеть, я рассказывал, да, вот Картошкин, да, назывался, там тоже Картошкин, картошка жила. Тоже из-за Ты не того, что... изучил Ну, рынок? там, конечно, не изучил рынок в первую очередь, да, Потребность, да. потребности Ну, наших продукт рыночских, состояние, да? да. Картошки действительно мало едят вот в Да, таком да, формате, да. да. Да, еще оправляться от этого. Ну, Вот. конечно, с нашим чучуком не сравнится с точки зрения, но тем не менее, да. Вот. И Крахмала много. тоже аналитика была. Ну, и знаете, аналитика не была практически тогда с мной Просто наугад. сделана. Да, На да, ура. на эмоциях. Да. Да, на эмоциях. Ну и команда всегда, вот я вот всегда подчеркиваю, если любой бизнес-проект интересный, любой бизнес может быть успешен. На самом деле. Все зависит от команды, от человека, кто стоит во главе, да. Вот это от этого все зависит. Потому что, ну, есть, допустим, пример, да, приведем, вот кофейн много, да, в городе. Какие-то, вроде все кофейни, но один открывается, а другой закрывается. Почему? Ну вот, кто управляет им, кто владелец, ну, то есть философия, да, вот это очень важная роль играет, поэтому в любом Типа- бизнесе ищите сильную команду, выстраивайте сильную команду. Какие планы на 2025 год?
Развивать наши компании SellerKG, Fulfillment, SellerKG. Это вот первый сейчас вот такой вот я, где максимально углубляюсь, максимально в этот проект захожу, да, чтобы сам это все, весь процесс от начала, от нуля до миллиарда, скажем так, участвовал, и развивать, выводить наших предпринимателей больше на маркетплейсы напрямую и успешно. Вот это важно. Э, Ну и вывести на большие обороты, да, их. Задача и не только в Кыргызстане, ну, в дальнейшем эти как бы наших предпринимателей выводить и в Узбекистан, и в Казахстан, да, На другие рынки, да? да, Каспий, КЗ, там, Узум, да, вот в Узбекистане. Ну, то есть потребность есть в любом случае в нашей одежде. Раз уже мы продаем на российский рынок на большие объемы, да, вообще в совокупности кыргызстанский рынок очень большие обороты делает Россия, ну, через российских селлеров, через селлеров, да, то есть если это все будем потихонечку развивать и на СНГ, я думаю, здесь мы тоже какую-то роль сыграем, большую, может быть, даже. Ну, задача большую роль сыграть, чтобы тоже А, свою лепту оставить, да? В рамках наших подкастов мы обычно тоже проводим конкурс среди наших зрителей. Мгм. И для тех, кто оставляет самые интересные комментарии, отзывы, пожелания, мы разыгрываем призы от наших героев. Вот. Что бы ты разыграл бы в рамках нашего подкаста? Ну, если будем говорить о селлеры на маркетплейсах, ну, мы бы могли бы разыграть разбор кейсов с нашей командой профессионалов, там, полностью, как бы там, да, что все ошибки, помочь там, где что, даже сопровождение какое-то время, первое, ну, месяца, да, там, месяц, скажем так, человеку исправить все и запуститься, может быть, или, наоборот, исправить ошибки. Нашей командой мы могли бы это сделать. Ну, я думаю, это будет Ну полезно. да, отлично, это классный подарок. Дорогие друзья, компания SellerKG со своей компанией, со своей командой, которая уже вывела более чем на 500 000 000 своих клиентов, готова разобрать ваш кейс, ваш кабинет и дать вам дельные советы по развитию и масштабированию вашего бизнеса на маркетплейсах. Для этого необходимо просто оставить ваши комментарии, положительные комментарии, негативные, неважно, но мы отберем самые лучшие из них и подарим вам разбор кабинетов в рамках проекта SellerKG. Я просто зная тебя лично, ты очень часто путешествуешь, причем с семьей путешествуешь, у тебя работают все бизнесы, ты открываешь каждый год какие-то различные проекты, вкладываешься в различные проекты. Вообще, в целом, откуда у тебя столько энергии, откуда у тебя столько мотивации, да, вот вроде бы многие просто открыли бы прибыльный бизнес, и все, сидели бы, курили бы там бамбук, извиняюсь за выражение, и наслаждались бы жизнью. Но ты не останавливаешься. Вот откуда у тебя столько энергии, столько мотивации? Ну, в первую очередь, это семья, дети. Они меня мотивируют. Все больше и энергию больше требует, да? дают. Это тоже. Их потребность растет, они растут. Нет, ну, в первую очередь, они мотивируют, потому что хотелось бы перед ними быть примером, да. Гордились отцом, да, он добился чего-то в этой жизни, оставил след, да, какой-то даже, может быть. Дай бог, в планах так есть, да, по сути говоря. Вот. Потом спорт тоже мотивирует. Ну, конечно, не спортсмен, но все равно Занимаешься спортом. выплеск негативных, скажем так, эмоций, да, вот там тоже происходит. А, Плюс вот путешествие, конечно, очень тоже сильно мотивирует вообще в целом человека перезагрузка. Это перезагрузка моя. Раз в полгода куда-нибудь на неделю с семьей, супругой вылетаем, неделю побыв, узнав культуру разных людей, разных национальностей, да, узнаешь, что мир очень огромен. И ты в этом мире ты точка. Ты вроде бы добился много чего, да, но на самом деле сравнительно с миром ты вообще точка мизер, да? Поэтому здесь тоже какая-то мотивация появляется, энергию берешь, да, тоже. Ну вот, запуская новые проекты, когда интересный проект, он всегда тебя мотивирует. Ты
уходишь в этот проект, и пока ты создаешь и вот для себя ставишь Сам цели, процесс, да? да, вот добиться успеха, там, заработать первый плюс, выйти, да, то есть прибыль, и создать крупную компанию, вот это тоже мотивация дает, очень сильную мотивацию. И ты не устаешь вообще практически, такие, когда вот такие проекты, ты иногда даже не можешь заснуть. Из-за того, что идей много, мыслей много, там, и это все мотивирует тоже. Бизнес, новый бизнес тоже мотивирует. Поэтому запускаю иногда, ну, это тоже для меня тест, да, в жизни. То есть запустил один бизнес, там, не сработал, да, то есть ты себе там начинаешь говорить, а почему ты не смог здесь добиться чего-то в этом проекте? Значит, ты что-то плохо делал, к себе как бы критично относишься и начинаешь э, себя, скажем так, потихонечку мотивировать, ну и давай, ты должен добиться, ну, не должен этот проект какой-то ну, не сработавшийся, да, то есть неуспешным. Поэтому это тоже мотивация всегда, и тебе дает толчок тоже двигаться сильно. И, в общем, вот так вот получаем энергию. Ты как человек, который открыл огромное количество бизнесов, да, открыл, что-то хорошо работает, что-то закрыл. А вот здесь некоторые предприниматели, вот, которые перед тем выйти на ВБ или там создать другой какой-то бизнес, да, всегда боятся конкуренции. Вот, ой, здесь же много конкурентов, здесь же много конкурентов. Сейчас я зайду, меня же эти конкуренты просто съедят. Вот как ты к этому относишься, вот, к конкурентам вообще? Нужно ли бояться конкурентов в целом? Ну, вообще, конкурентов нельзя бояться, но надо изучать нишу. По-любому это нужно. Надо осознанно подходить к этому. Допустим, 15 лет назад открыли бы кофейню, никто не пришел бы, да? Вот, к примеру, открывали люди 15 лет кофейни, но спроса не было. Потом где-то тенденция пришла где-то 5 лет назад, кофейни, да, вот они появились, все кофейни начали зарабатывать. То есть это нормальная конкуренция, нормальный поток, но, допустим, сейчас сложнее стало. Потому что очень много открылись. Ну, вот пример, да, один из примеров я вам привожу. Сейчас уже надо подумать хорошенько и запускаться, поизучав рынок. Также на маркетплейсах. Когда вы заходите, а, конкурентов нельзя бояться, а надо смотреть, изучать нишу. Вот То есть важный нужно момент. не бояться конкурентов, а изучать. Да, изучать нишу, чтобы где более-менее конкуренция такая, да, то есть, конечно, перегретые ниши, там, как трусы и носки, зайдешь там, Там есть там свои не то, монополисты. что бояться надо, туда и не надо идти, потому что там сидят конкуренты миллиардными оборотами, и все. У тебя там миллион сомов, образно говоря, и ты там ничего не сделаешь Ну, особо. мы советуем в рамках нашей бизнес-платформы все-таки, если ты хочешь заходить на высококонкурентную нишу, там, где есть монополисты, заходить с уникальной продукцией. Вот сейчас появились такие трусы, условно, вот ты про трусы заговорил, трусы, ну, с таким хоботком, да? Ну, для прикола. Или там с каким-то принтом интересным, да? Вот и люди просто креативят и заходят на эти рынки и, в принципе, хорошо зарабатывают. Поэтому, Ну, а да, здесь отличаться надо да, надо сейчас. Не, ну, конкуренты всегда, вот как раз-таки конкуренция создает для новых предпринимателей или там небольших предпринимателей, не предпринимателям, дает пищу для размышлений, чтобы они думали, у них мозг включали и заходили в эту нишу все равно, но с уникальным товаром. То есть ресторанный бизнес возьмем, да, допустим. Э, Все же сейчас дизайн переделывает, интереснее, то есть мебель дорогой ставят. Раньше же можно было, и раньше, вот 10 лет назад, на стульях сидели, никто не жаловался. Сейчас никто не пойдет, где ресторан обычных таких дешевых стульях, да, допустим. Вот. Это из-за чего пришло? Вот сервис улучшает, там, не знаю, посуду дорогую ставят. Из-за того, что конкуренция. Конкуренция всегда дает рост вообще. И кто воспринимает это правильно, тот всегда растет. Кто, ну, то есть уже не готов дальше, ну, естественно, уже сливается с рынком. Происходит естественный отбор, да? Ну да. Как и в природе, да? Слабые умирают, Да. а сильные выживают. Вот очень дельный совет, на самом деле. Да, наверное, на этой ноте будем потихонечку заканчивать наш подкаст. Было очень интересно, было очень поучительно. Я считаю, что для тех, кто для себя выбирает путь предпринимателя, сегодня получили очень дельные советы. Да.
Еще раз хотелось бы выразить благодарность, Даниэр, тебе за то, что ты пришел в нашу студию. Я очень надеюсь, что в следующем году мы с тобой сделаем еще один подкаст, но тогда уже с более другими результатами, прежде всего в компании Seller KG, да, и в других проектах. Поговорим о тенденциях уже следующего года, дай бог, если мы доживем, да, если будет на то воля Всевышнего, конечно. И в целом вообще хотелось бы с тобой вот в рамках нашего подкаста побольше видеться. А вам, дорогие наши зрители, спасибо, что вы были целый час с лишним с нами. Я уверен, что сегодня вы получили много отдельных советов. И в целом вам спасибо, что вы с нами. Оставляйте комментарии, ставьте лайки всевозможные, делайте репосты. Мы будем вам только благодарны. Подписывайтесь на наш канал Табарман Подкаст и вообще наши все социальные сети Табарман. Мы постараемся для вас быть максимально полезными в части полезного контента. До встречи!